Председатель комитета Госсовета Коми по социальной политике Михаил Брагин внес на рассмотрение коллег законопроект, в соответствии с которым республиканским чиновникам будет запрещено приобретать служебный автотранспорт стоимостью более 1 000 000 рублей, а чиновникам высшего ранга дороже 1,5 миллиона. Покупку более дорогих автомобилей должна будет одобрить специальная антикоррупционная комиссия. Михаил Брагин был у нас в гостях. Предлагаем вашему вниманию запись нашей беседы. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Анатольевич. Как пришла такая идея и с чем она вдруг связана? Ну, она не нова идея, и понятно, что мы с коллегами-депутатами об этом говорили не один раз. Идея-то мне пришла в голову, именно сформировалась как инициатива где-то месяца 3-4 назад, но я начал шерстить, что же в других субъектов, и нашел, что, оказывается, у нас в Санкт-Петербурге действует такая норма. И практически благодаря тому, что действует такая норма в Санкт-Петербурге, просто взял ее, кое-что добавили, кое-что переписали, кое-что, может, депутаты добавят. Все равно будет совещание проводиться в комитете по бюджету, поэтому я готов выслушать своих коллег-депутатов и добавить в эту инициативу с поправками комитета так, чтобы прошла она на июньской сессии. Исходя из логики законопроекта, получается, что автомобиль больше не средство передвижения, а роскошь. Почему так? Конечно, автомобиль – это транспортное средство для передвижения, но цена разная. Вот, к примеру, все министерства, все министры республиканского правительства ездят на обычном транспорте легковом. Почему, собственно говоря, глава, допустим, или руководители районов и городов, получающие, собственно говоря, деньги из бюджета, тратят на приобретение транспорта огромные средства или больше, чем министр? Если был бы бюджет района или города или поселения профицитный, ради бога. Если люди, живущие в этом районе или городе, достойную зарплату получают, ради бога. Но ты не мозолишь глаза людям, которые получают мизерную плату, живут в коммуналке, живут в плохих условиях, еще и тратят деньги на огромнейшие средства на жилищно-коммунальное хозяйство, на воспитание детей. И ты такой крутой ездишь на хорошем там транспорте, как Toyota, допустим, Land Cruiser. Правильно? Действительно. Ну, некрасиво. Вот это когда жить будет народ, как где-нибудь там в Саудовской Аравии, то, пожалуйста, езди хоть на Феррари. Ламборджини там. Да. Да, вот, Михаил Анатольевич, вы говорите, что вам эта идея о контроле закупки чиновниками дорогих авто пришла после изучения ситуации в Санкт-Петербурге. А местная благосфера говорит другое. Якобы вы всего лишь переняли идею у наших блогеров, которые первыми заинтересовались. Да, Где же правда? Наши блогеры пупы земли. И, значит, они моду, значит, инициативы все в Госдуму и в Госсовет вносят. Если бы у них была бы сформирована эта идея, они бы спокойно пошли в Государственный совет, как это делают обычные нормальные граждане. Приходят и, кстати говоря, ежегодно 2, 3, 4, 5 человек, а то и больше, становятся авторами законопроектов депутатов Госсовета. Обычные жители и граждане Республики Коми. Поэтому никто не мешает блогеру подойти в Государственный совет и эту инициативу двинуть. Никто же не приходит. Вот в чем дело. Все кричат потом, когда все это случилось. Или становись депутатом. Тогда у тебя появляется законом возможность эту инициативу проявить и дать ход. Ну что ж, спасибо большое. Мы будем следить за развитием событий, как будет приниматься этот законопроект. У нас в гостях был Михаил Брагин, председатель комитета Госсовета Республики Коми по социальной политике.